Здравствуйте, маленькие мечтатели! Добро пожаловать в волшебную сказку перед сном. Устройтесь поудобнее, укройтесь теплым одеяльцем. И приготовьтесь к чудесному путешествию в мир фантазии. Вместе с принцессами Анастасией и Атиной. Сегодняшняя история полна магии, дружбы и добрых чудес. Пусть эта сказка подарит вам тепло и уют перед сном. Солнечные лучи заглянули в окно королевской спальни. Анастасия потянулась, улыбнулась и радостно сказала: «Сегодня мой день рождения». Ее сестренка Атина вскочила с кровати и первой поздравила: «С днем рождения, Анастасия». В саду уже шли приготовления. Мама Анета и папа Тома позаботились о том, чтобы все было идеально. Они расставили столы, разложили подарки, а разноцветные ленты и воздушные шары кружились на ветру. Столы были украшены яркими элементами и блестящими шарами. Маза взволнованно залаяла и побежала к краю леса. Она знала, что лесные зверята не могут пропустить такой особенный день. «Пора праздновать», — словно говорила она своим лаем. В центре стола стоял волшебный торт, высокий и красивый, с 7 ярусами, по одному на каждый год Анастасии. Каждый ярус был другого цвета: розовый, фиолетовый, золотой, синий, зеленый, оранжевый и серебристый. Сверкающие украшения заставляли торт сиять, как звезды. На самом верху сияла розовая цифра 7, как настоящее волшебство. Звук колес по гравийной дорожке возвестил о прибытии гостей. Бабушки и дедушки, тети и дяди, братья и сестры – все приехали в прекрасных каретах. Каждый из них нес подарок, аккуратно завернутый в яркую бумагу с бантами. Семья тепло обняла Анастасию и пожелала ей всего наилучшего. Она получила прекрасную жемчужную корону, куклу Барби, платье, сверкающее как звезды, и большой синтезатор с подсвеченными клавишами. Даже маленькая Атина получила игрушечный детский телефон. А в конце ей подарили чудесную картину, нарисованную руками всей семьи. Глаза Анастасии сияли от счастья. А потом из леса пришли новые гости, маленькие лесные зверята. Зайчики принесли букет полевых цветов, белочки, корзинку с орешками и ежики. Маленькие шишки с блестящими звездочками, а птички запели веселую песенку ко дню рождения. Праздник начался. Анастасия и Атина показывали волшебные трюки своими палочками, а Маза делала забавные прыжки и смешила всех гостей. Настало время песни и загадывания желания. Все гости, люди и животные, запели вместе. Музыкальная нота: «Сегодня особенный день, особенный день, особенный день, у нашей Анастасии день рождения. Пусть живет, пусть живет, пусть всегда будет счастлива. Пусть живет, пусть живет, пусть всегда будет счастлива. С днем рождения, дорогая Анастасия!» Музыкальная нота. Анастасия закрыла глаза, загадала желание и задула свечу. Праздник продолжался до самого заката. Небо стало оранжевым, а сад озарили сверкающие огоньки. В конце вечера все остались ночевать в замке, ведь он был огромным и в нем было много комнат для сна. В комнате, полной подарков, Анастасия обняла свои подарки и тихо сказала: «Это был самый лучший день рождения». Маза и Атина лежали рядом с ней, а комнату наполняли сны и радость. Так закончился волшебный 7-й день рождения Анастасии, день, наполненный любовью, чудесами и сказочными сюрпризами.